Там есть определенные свои статьи, административные наказания, другие наказания. Вы их выявляете, беседуете и на штраф, на какие-то административные наказания выставляете. Ряд резонансных преступлений за неделю секретарь Совета Безопасности сообщил главе региона об обстановке в республике. Один из самых масштабных вооруженных конфликтов в истории человечества – Первая мировая война, 103 года. Перелистаем историю назад. Мы сейчас просто-напросто отсеем всех детей, которые, как выяснилось, по факту у нас не проживают. Ежедневный прием Минобразования решает проблему устройства детей в школы. Родители могут обратиться с жалобой напрямую к руководителю ведомства. Этому обязывают всех паломников из всего мира, которые выезжают совершить хадж. 2000 реалов Саудовская Аравия ввела налог на повторный хадж. Важная новость для паломников. Город. Знаешь, как кошки это в воду, да, заходят? Так, да ладно, шучу. На колесах по России ростовский телеканал знакомит своих зрителей с Ингушетией. Подробнее о телепроекте в выпуске. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости 24». Мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте. Обстановку в регионе за прошедшую неделю и соблюдение общественного порядка в республике глава Ингушетии Юнусбек Евкуров обсудил с секретарем Совета Безопасности Ахмедом Дзейтовым. По словам докладчика, за это время в регионе произошли ряд резонансных преступлений. Вчера у нас произошло убийство на территории города Назрань. Шанхоев Тимур Мусаевич, 73-го года рождения, убит. По данному преступлению вводился план перехват. По информации, Шанхоев ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 105. И это на почве кровной мести произошло вот такое преступление. Сейчас органы правопорядка проводят оперативно-розыскные мероприятия. На месте происшествия обнаружены гильзы от пистолета Макарова и пули от ПМ. На неделе у нас также произошли мероприятия по пресечению попытки несанкционированного проведения митинга частью молодых людей на территории Абигу, это Насыркотский муниципальный административный округ, которые в свою очередь высказывали претензии к лицам узбекской и таджикской национальности, которые сегодня работают на территории республики. По вашему поручению еще в июне месяце нами разрабатывался план мероприятий совместно с ОФМС и муниципальными органами по наведению порядка с мигрантами. На территории республики они работают сегодня легально, получили патенты. Нелегальное нахождение рабочей силы на территории республики, кроме лиц узбекской национальности и азербайджанцев, которые там занимаются на стройках специалисты по бетону. У нас других слоев населения или других государств нету, никаких вьетнамцев, каких-то других государств. По данному факту попытка была органами правопорядка пресечена незамедлительно, сработали очень грамотно, активно. Было задержано 16 лиц, которые оказали неповиновение сотрудникам органов правопорядка. В отношении данных лиц были составлены административные материалы по статье 19.3 административного кодекса. Все они были доставлены ОМВД по городу Назрань, прошли через суд, и Назрановским городским судом в отношении них применены штрафные санкции от 1000 рублей и до 10 тысяч рублей соответственно. Глава республики поручила по фото и видеоматериалам выявить всех зачинщиков беспорядка. Он считает необходимым создание базы данных по лицам, замеченных в недостойном поведении, что в будущем позволит проще принимать по ним соответствующие меры. Надо выявить этих товарищей, и там есть закон тоже. В законе все прописано, не только по мальчикам, которые не имеют информации, и по митингу, по каким-то делам. Вот эти все, кто занимается, любители у нас есть там, различные там, я не буду называть там,
они уже известны, там, Да, которые есть. негатив скидывают в интернет. Там есть определенные свои статьи, административные наказания, другие наказания. Вы их выявляете, беседуете и на штраф, на какие-то административные наказания их выставляете. Прежде здесь надо разбираться по мигрантам. Есть мигранты, которые работают, которые нам нужны, которые реально, там, без которых не справиться. В том числе я сейчас дал поручение, нам нужны мигранты, которые будут обслуживать там, многоквартирные дома, управляющие компании. ЖКХ. ЖКХ, там, сфере, там много есть работ, где местные не хотят особо работать, а без рабочих рук там нельзя, потому что начинает с сантехников, заканчивает там чисто больше. Поэтому здесь тоже надо смотреть. Ну и еще один вопрос там. То, что там молодежь вышла, их кто-то вытолкнул. Главное сейчас выцепить организаторов. И вот здесь я не согласен с тем, что там штраф 10 тысяч, там, 1000. Почему не арестовали никого на 15 суток? Ну, Почему нету принудительных работ? Сейчас разберитесь с этим вопросом, подайте снова в суд, потому что обратитесь к представителю Верховного суда, займитесь этим вопросом вот просто досконально. Понятно? Вы самое главное выявите тех, кто рассылками занимался. Каждый должен понимать, где бы он ни находился, он будет отвечать за свои вот эти действия. Ну и второе, там, конечно, следствие там разбирается до конца. Предварительно тоже так, там, случайность, там, но тем не менее до конца разберитесь с этим вопросом. Раз. Второе, по обстрелу, по вот этому Шанхоеву, который там убит, там, ну и по Вышегурову. Знаешь, там максимально задержать, поймать, ну и власть там будет работать. Никаких там вопросов, там, типа, отомстил, молодец, такого не должно быть. Закон, и по закону он должен там получить свое наказание. 103 года назад начался один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества – Первая мировая война. Всего за годы войны в армии воюющих стран было мобилизовано более 70 миллионов человек, из которых погибло до 10 миллионов. Война послужила прологом и детонатором ряда крупнейших революций, включая февральскую и октябрьскую 17 года в России и ноябрьскую 18 года в Германии. О сегодняшней дате на своей странице в Инстаграм написал Юнусбек Евкуров. Цитата. «В составе войск Российской императорской армии на полях сражений Первой мировой войны офицерами и рядовыми, в том числе в кадровых армейских и казачьих частях, принимал участие около 1500 уроженцев Ингушетии. Ингуши-добровольцы составили отдельный кавалерийский полк легендарной Кавказской туземной конной дивизии. Многие из них стали кавалерами высоких боевых наград, в том числе 46 человек, полными георгиевскими кавалерами. Несомненно, мы и наши потомки должны и будем гордиться подвигами наших славных предков, отстоявших честь своего народа в этой разрушительной и страшной войне». Конец цитаты. Более 300 бравых офицеров и ингушей, служивших в прославленной Кавказской конной дивизии, без преувеличения перевернули ход Первой мировой войны. Горцы смогли отличиться в бою. Их смелость, решительность и безграничная преданность отчизне восхищали и вдохновляли тысячи простых солдат. Материал Марии Местоевой. Немногочисленный ингушский народ подарил императорской России более 300 блестящих офицеров. В ходе Первой мировой войны кавалерами Золотого георгиевского оружия стали 10 ингушских офицеров Российской императорской армии. Более того, 3 офицера были удостоены самой почетной боевой награды российского офицерства – ордена Святого Георгия. Этот кинжал принадлежал самому генералу царской армии Тонту Укурову. Потомки бережно хранят его как семейную реликвию. В тяжелейшем для армии августе 1914 года, командуя полком, Тонту Укуров захватил основательно укрепленный оборонительный рубеж противника. При увольнении с военной службы с учетом боевых заслуг Тонту Укурову был присвоен чин генерал-майора. Как бы имеет и патриотическое назначение, что действительно наш генерал именно с нашей семьи, такой уважаемый, храбрый был человек. Значит, показываем, рассказываем подрастающему поколению. Участник многих крупных битв Эльберт Нальгиев во время Первой мировой войны в должности командира отдельного кавалерийского казачьего отряда воевал на Кавказском фронте против турецких войск. Именно во время участия в Первой мировой войне в 1915 году высочайшим приказом по военному министерству Эльберт Нальгиев был возведен в чин генерал-майора. А еще он кавалер георгиевского оружия многих российских и иностранных орденов. Эльберт Нальгиев кавалер 3 орденов Святой Анны, там разные степеня. Кавалер святого
кавалер ордена Святого Станислава, Святого Владимира. Также он имеет и медали других государств. Это Персидский орден Льва и Солнца, Бухарский орден. Также он имеет большую бронзовую медаль за успешную проведенную перепись населения. Не знаю страха, не боится пуля, на свету атака, храбрый мир чули. Гимн полка, который знает каждый ингуш, как отклик из прошлого. В декабре 1914 года солдаты и жители городов Австро-Венгерской империи приводили в ужас страшные слухи, что русские ведут какую-то неведомую силу, орду диких всадников. Но в историю они вошли под другим именем – «Дикая дивизия». В середине июля ингушский полк получил задание провести разведку в тылу австрийцев и неожиданно нарвался на знаменитую железную дивизию Кайзера. 3000 немецких штыков, пулеметов и тяжелой артиллерии против 500 сабель кавказских горцев. Во время боя одному из всадников, Омару Фаргиеву, было поручено прорваться через врагов и доставить важную документацию в штаб. Прорвался, даже способствовал атаке. При донесении вот этого важного документа он еще и способствовал атаке. И доставил важный документ в штаб. Дикая дивизия была укомплектована добровольцами из горцев. Это поистине уникальное воинское подразделение. Включало в себя 6 полков 400-сотенного состава. Гази Магомед Гатагажев был одним из тех славных всадников-ингушей. Приезжая домой, он всегда брал с собой меня, внука. Мне было чуть более 2 лет. Значит, заворачивал бурку, сажал впереди себя на коня и увозил. А когда ночью я начинал проситься к матери, он обязательно привозил меня в Сагопщине. Это говорит о его любви к нам, детям. Скульптурная композиция «Дикой дивизии» всадникам ингушского полка на мемориале памяти и славы, общенациональный памятник, символизирует мужество и героизм, передает прекрасный миг атаки всадников. Здесь же на плите выгравирован текст телеграммы, направленный Николаем II генерал-губернатору Тверской области. Как горный обвал обрушился ингушский полк на германскую железную дивизию. В истории русского отечества не было случая атаки конницы вражеских частей, вооруженных тяжелой артиллерией. Менее чем за 1,5 часа перестала существовать железная дивизия, с которой соприкасаться боялись лучшие войсковые части наших союзников. О воинах-горцах до сих пор слагают легенды, рассказывают, что всадники Дикой дивизии всегда берегли свою честь и достоинство. Они уходили с поля боя последними. Но самое главное, что ингуши в числе немногих соединений Российской императорской армии в период революционной смуты 1917 года сохранили верность присяге. Мария Мистоева, Зарема Евлоева, Ферида Миржоева, Новости 24. В правительстве прошло совещание по вопросам сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги под председательством главы Ингушетии. Юнусбек Евкуров потребовал представить списки руководителей сельских поселений, где худшие показатели. Он предложил составить отдельные списки злостных неплательщиков, имеющих задолженность перед энергетиками, газовиками, и больше работать с ними, а также с крупными предприятиями. Юнусбек Евкуров указал всем руководителям организаций, предприятий и учреждений, главам сельских поселений, участковым службам на необходимость принятия мер для кардинального изменения ситуации по погашению коммунальных платежей в ближайшее время. В случае необходимости провести мероприятия по отключению энергоресурсов злостных неплательщиков, не погасивших задолженность в указанный срок. Я еще раз всем объясняю, подчеркиваю, что просто так у нас ничего не пройдет. Довольно серьезные проблемы. Из-за нашей недоработки мы толкаем организации, которые поставляют свет, газ, воду, на то, чтобы пошли на крайне радикальные или кардинальные меры, то есть отключение. Но мы тут же, опять же, говорим, народ будет волноваться. Народ надо заставить платить. И то, что мы народ избаловали в этом вопросе, почему? Потому что 3 причины здесь есть. И первая, главная причина, те, кто должен заниматься сбором денег,
не сегодня, а уже с тех времен приучили к тому, чтобы платить в карман электрику, газовику, водоканал, типа 50% спишем. Сами же испортили людей. И сейчас их вывести на платежную дисциплину очень сложно. Поэтому у нас получается по проценту собираемости среди населения мы на последнем месте в округе. Итоги деятельности Координационного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства за первое полугодие текущего года обсудили сегодня в региональном правительстве. Весомый вклад в развитие этого направления внесет Центр поддержки предпринимательства, открытие которого планируется в августе. Такие центры, согласно рекомендации Минэкономразвития России, появятся по всей стране. В перспективе также создание и развитие центров молодежного инновационного творчества. По поручению главы региона планируется запуск филиалов открытого в прошлом году в Назрани центра реновации в каждом городе республики. Кроме того, в целях популяризации и поддержки местных предпринимателей в этом году запланировано проведение экономического форума и многопрофильной выставки «Деловая Ингушетия-2017». Руководитель регионального Минобра и его заместители ведут ежедневный прием родителей, чьи дети учатся в столичных школах. Они рассматривают заявления и жалобы по поводу зачисления или перевода детей в гимназию и лицей Магаса. Такую задачу глава региона поставил перед ведомством во время встречи с родителями школьников. Как прошел первый приемный день, расскажет Зарема Евлоева. Перегруженные коридоры, молодые мамы с маленькими детьми и забитый приемный кабинет. Сегодня с родителями встречается исполняющий обязанности заместителя министра образования Яхья Алхароев. В лицее новый учебный год встретят с 2 первыми классами по 25 человек, но желающих намного больше. Первоклассников в столичный лицей и гимназию решено принимать строго, после проверки адреса фактического проживания. Сегодня эти списки проверяет целая комиссия из представителей Минобра, Совбеза совместно с родительским комитетом. Те 96 домов, которые относятся к нам по участку, закрепленная за нами территория, мы переписали каждую квартиру, каждый дом. На каждый дом сделали паспорта. Переписали всех детей от 0 до 17 лет. Мы сейчас просто-напросто отсеем всех детей, которые, как выяснилось, по факту у нас не проживают. Вопрос о перегруженности школ в столице стоит давно. Оно и понятно. На весь город до сих пор их было всего 2. Усугубляло обстановку еще и то, что учились здесь не только жители Магаса, но и дети из разных населенных пунктов. Теперь, когда в строй вводятся еще 2 школы, казалось бы, проблема решена. Но не тут-то было. Детей никто из родителей переводить добровольно не хочет. Они сетуют на то, что учеников из одной семьи разбросали по разным школам, что крайне неудобно. У меня 2 девочки учатся, в 4 класс переходят. С 1 класса учились и не было проблем. Но ребенок, сейчас мальчик у меня, Кацей Мухаммад, он должен пойти в 1 класс. Но из-за того, что говорят, нет мест, мальчика не берут. Прописано здесь рядом с лицеем по Мальсагова 35. Вообще в этой школе я работаю с прошлого года. Я сюда перевелась с гимназии Али-Юрт, работала учителем начальных классов. Дело в том, что я не могу устроить сюда своего ребенка, несмотря на то, что я работаю. Просто у меня ни морально, ни физически не получится возить. У меня старшая девочка учится здесь. Отводить старшую дочь сюда, а младшую девочку в какую-то другую школу за 3 километра. Сама буду работать здесь, поэтому как-то это нереально. На конец учебного года в лицее Магаса училось 1854 ребенка, в то время как образовательное учреждение рассчитано на 704 места. Почти в каждом классе по 40 человек, что сказывается и на уровне образования. Наглядный пример – прошедшие ГОСы. Из 51 выпускника лицея 7 ребят просто завалили ЕГЭ и не получили аттестат. Альтернатива, которую предлагают детям, более чем соответствующая. В новом центре образования на 1500 мест условия самые современные. Просторные и светлые классы, объемные коридоры, актовый зал, 4 спортивных зала, столовая, где за один раз могут пообедать 750 учеников, и даже бассейн.
В каждом классе к 1 сентября появятся интерактивные доски. Образовательная программа тоже особенная. Гуманитарии, биологии и математики детей будут делить по талантам. И здесь же они будут трудиться над домашним заданием. Не говоря уже о целом списке дополнительных кружков – вокал, шахматы, дзюдо и многое другое. А учащиеся выпускных классов будут изучать навыки самых востребованных рабочих профессий. Ребенок, выходя из школы, будет получать не только аттестат о среднем общем образовании, а также диплом об освоении рабочей профессии. А мы выбрали по заказу социума такие профессии, как парикмахер, портной, потом кондитер. Затем мы предусмотрим такую возможность при колледже МЧС спасатель, там есть рабочая профессия. Процесс разгрузки школ оказался весьма болезненным как для детей, так и для их родителей. Но ведь в конце концов главное – качество образования. Комиссия будет рассматривать заявки и жалобы до 10 августа включительно, с 10 утра до 2 часов дня. 3 раза в неделю прием будет проводить министр образования. После всех проверок дети будут распределены по школам, учитывая фактически место проживания. Зарима Ивлоева, Султан Булгучев, Новости 24. Теперь важная новость для паломников. Саудовская Аравия ввела налог на повторный хадж. Согласно протоколу, подписанному между правительством России и Королевством Саудовской Аравии, в марте этого года следует: все, кто совершил хадж в 2015 и в 2016 годах и намеренно отправиться в паломничество в этом году, должны будут оплатить налог за визу в размере 2000 реалов, то есть $535. В связи с этим паломникам необходимо в срочном порядке произвести оплату в рублях. Без оплаты налога заграничные паспорта паломников не будут отправлены в посольство. Этому обязывает всех паломников из всего мира, которые выезжают совершить хадж в Королевство Саудовской Аравии. Вот эта информация как бы стала уже достоверно нам известно, и поэтому мы решили осветить в широком массовом информацию, чтобы все были в курсе о том, что это не нами придумано, не комитетом хаджа Ингушетии, не имамом тура, это всемирная информация. Напомним, налог на повторный хадж в Саудовской Аравии ввели в октябре прошлого года. Чуть позже была информация, что это правило отменят. И вот теперь за несколько недель до вылета в хадж стало известно, что отменять налог не будут. Завтра, в субботу, в Домах культуры Назрани, Малгобека и Сунжи пройдут семинары для паломников, где этот вопрос обсудят более подробно. Внимание, пешеход! Акцию под таким названием провели сотрудники госавтоинспекции совместно с представителями и курсантами автошколы ЮВЛО, участникам дорожного движения, напомнили о соблюдении правил дорожного движения. Дети раздавали водителям письма, обращения с призывами пропускать пешеходов, быть внимательными при подъезде к пешеходным переходам, а тем рекомендовали использовать светоотражающие элементы в темное время суток, переходить дорогу в положенном месте, а по обочине двигаться в один ряд во встречном направлении движения машин. А примерным автомобилистам подарили стикеры «Вежливый водитель». Более 40 человек, невзирая на жару, вышли на поля хозяйства Хашагульгов, чтобы собрать картофель. Он растет на 430 гектарах. Аграрии надеются на хороший урожай и параллельно думают о подготовке почвы для новых посевов. Маленький Саид Али Гуноев трудится на поле наравне со взрослыми. Собирать картофель, конечно, нелегко, но жаловаться на усталость Саид Али и не думает. Ведь он пришел сюда по своему желанию. Чтобы помочь родным собрать картофель и немного подзаработать. Скоро в школу собираться. Я начал с позавчера, и мне в день дают 1 ряд. Если я раньше заканчиваю, я помогаю другим. А как солнце тебе не мешает? Не слишком так? Нет. А к концу рабочего дня устаешь? Но когда прихожу домой, сильно кушать хочется. На полях кипит работа, жаркое солнце в прямом смысле может спалить весь урожай, поэтому работает, что называется, засучив рукава. Впрочем, первым делом от палящего солнца необходимо обезопасить себя, поэтому простые, но эффективные меры предосторожности никто не отменял. Работы впереди еще много, и зевать некогда. Уборка картофеля у нас идет. Вчера было 65, позавчера 70, сегодня 42. Народу много, желающих тоже. Но видишь, жарко слишком, поэтому мы слишком много
не вызываем рабочих сюда, потому что не успевает. Под солнцем он горит, картошка. Температура вот зашкаливает, когда за 40. Их оставлять час-два нельзя, они сразу зеленеют от солнца. Поэтому мы так планомерно, не преусердствуя, убираем картофель. В КФХ Хашагульгов в этом году ожидают хорошего урожая. Несколько различных сортов картофеля дали хорошие всходы. Выращивают его на 430 гектарах. Кстати, именно под картофель здесь отвели больше всего пахотных угодий. Хорошая погода свой вклад тоже внесла. Совсем скоро на прилавках Ингушетии появится картофель высшего качества. Картофель, вот это новый сорт, который мы завезли с Воронежа, это элитный сорт. Вчера комиссия была с Министерства сельского хозяйства, сами они замеряли и взвешивали картошку на этом участке, который замерили. У них где-то 40 тонн с гектара вышло. А вот в начале удача у нас была белая картошка. Там они приезжали, тоже замерили, ну где-то 23-25. Это удача была, другой сорт, ранний сорт. Вот так вот идет начало, пока около 20 гектаров только убрали. Работы здесь никто не боится. Когда трудишься в большой и дружной компании, желание не отставать от других и работать быстро только возрастает. Совсем скоро эти поля опустеют, но ненадолго. Аграрии займутся подготовкой почвы для новых посевов. Тамерлан Фулхоев, Рамзан Миржоев, Новости 24. Дом на колесах докатился до Ингушетии. Речь идет о телепроекте наших ростовских коллег. Съемочная группа программы находится в республике. Они приехали для того, чтобы познакомиться с нашим краем и рассказать об этом жителям других регионов страны. Слово Мадине Бугоевой. Первая остановка – башня Согласия. Съемочной группе ростовского телеканала предстоит преодолеть 100-метровую высоту, поэтому путешествие по одной из главных достопримечательностей республики начинается на экскурсионной машине. В центре внимания ведущий Максим Ильинов и его сын. С первых минут участников телевизионного проекта привлекает необычное оформление стен. Чтобы разглядеть их поближе и прикоснуться, остаток пути решают пройти пешком. Хорошо, что мы хотя бы полпути проехали на электромобилях. Почему? Потому что снизу башенка смотрится... Ну, вот такое. Ну, вроде как бы и даже и не страшно, и идти, что там идти, какие 40 минут пешком. Какой мы же тут круг намотали. Так причем вышли недавно. Ну все, идем, и конца этой башни не виден конец этой башни. Максим Ильинов и его сын – не профессиональные актеры, а самая простая казачья семья. Вместе со съемочной группой они путешествуют по России на микроавтобусе, познавая культуру и быт многонациональной страны. Ингушетия, она же на самом деле небольшая, она, наверное, самая маленькая из республик, да, из субъектов Российской Федерации. Сколько там, 140 на 70. И башня такой высоты, ну, если взять бинокль, то можно, наверное, все посмотреть. Знаешь, вот раньше, вот как делали там казачий пикет или вот ингушские эти башни, вот одну такую построить бы там лет 500 назад. И все, да? Как только съемочная группа добирается до самой вершины башни, перед их взором открывается прекрасный вид. Смотровая площадка из стекла вызвала у гостей бурю эмоций, которые они не в силах скрыть во время записи программы. Впечатлениями от увиденного телеведущий делится в первую очередь со своими телезрителями. Город. Знаешь, как кошки это в воду, да, заходят? Так, да ладно, шучу. Ох, боже мой. Ну, на самом деле к высоте привыкаешь, да? Так, в обморок лучше падать сюда, да я шучу. В перерывах между съемками гости успевают сделать пару фотографий на память. Ступить на стеклянный пол во второй раз телеведущий из Ростова не решается, а вот режиссер программы с нескрываемым удовольствием любуется городом солнца с высоты птичьего полета. С одной стороны, вроде бы высоты не боишься, а когда смотришь вниз, то дух, честно говоря, захватывает. Когда мы приехали, а уже был закрыт ресторан, вдруг ни с того ни с сего выбегает главный повар, приносит, говорит, хоть персики, хоть что-то. Ну, на кухне, говорит, сейчас готовить некому. Ну, такой добродушный, это столько эмоций приятных. И помимо этого, вот даже здесь, вот с кем не встречаешься, очень теплые, очень радушные. На этом экскурсия по башне Согласия подходит к концу. На обратном пути генеральный директор ростовской телекомпании делится планами. Пока проект только на стадии своего становления, география съемок программы «Дом на колесах» меняется и постоянно дополняется. Цикл готовых передач про путешествия на микроавтобусе выйдет в эфир уже в сентябре. Сложился стереотип у людей, у простых.
Попробуйте сегодня кому-то в Сибири сказать: поехали отдыхать в Ингушетию, поехали отдыхать в Грозный. Ну, немножко покрутят у виска, скажут: ты чего, там же война еще не закончилась, там же люди еще по сей день что-то взрывают, что-то там происходит. А на самом деле сюда надо привлекать, надо сюда звать людей на отдых, звать их на красивые мероприятия. И, собственно, я уверен, любая вот подобная экскурсия или, так сказать, такой тур, если семья предпримет, не семья, а просто люди, они об этом не пожалеют, потому что реально у вас есть чего смотреть, есть на что любоваться, и вот такие вот памятники, которых нигде нет, они все равно присутствуют, и о них нужно рассказывать, чтобы люди понимали, что есть то, чего можно и нужно смотреть здесь, на Северном Кавказе. А тем временем на улице съемочной группы ждет их знаменитый дом на колесах. Удобная и комфортабельная машина для участников телевизионного проекта не просто средство передвижения, но и уютный уголок. Здесь все: газ, вода, свет, туалет, 7 спальных мест, детские места с сетками, холодильники, морозильники, тенты выдвигаются, все. То есть на этом доме можно, например, весь Кавказ объехать, не меняя ни воду, ни газ, ничего. То есть вот мы за 2 дня уже проехали 5 республик, ну, получается, и Осетию проехали, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Краснодарский край, Адыгею, Ростовскую область. И все, ну, вот здесь компактно. И хорошо дороги, вот видишь, классно, смотри, да, вот Ингушетия, да, столица, Магасу, здоровски. Правда, много полицейских. Ну ничего, нас особенно когда подъезжали в Магаз, останавливали просто каждые 100 метров, не знаю, тут. Но это хорошо. Граждане должны спать спокойно. Следующая остановка – Аланские ворота. Храбрость, отвагу и гостеприимство ингушского народа характеризуют расположенные с 2 сторон статуи воинов. Телеведущие интересуются у гида исторической значимостью ворот. Герб – это Магаса. Да, это уже солярный знак и древний флаг Магаса. Понял. И вот с флага, это как полусвастика, да, с ингушского. Это же, да. Орел – это уже символ Ингушетии, уже, да. А солнце – это уже Магас. Слушай, Магас – город солнца, да. Гостям еще предстоит объездить равнинную Ингушетию, а после ее горную часть. Впереди знакомство с башенными комплексами, древними храмами и беседы с ингушским долгожителем. Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Ангушт принял на своем поле команду из Ростовской области. Это матч 2-го тура первенства ПФЛ «Зона Юг». Игра ингушских футболистов с командой «Чайка» прошла на стадионе имени Рашида Авушева. В первом тайме отдать инициативу одной команде было сложно, а после перерыва были сделаны необходимые тактические изменения. И на ворота гостей оказалось сильное давление, которое в конечном итоге привело к голу Заурбека Конова. Итог победы нашей команды со счетом 1-0. Следующий матч Ангушт проведет против биолога из Новокубанска в гостях 4 августа. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго.